Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас 12-й и последний урок физики во второй четверти. Тема нашего сегодняшнего урока – количество теплоты, работа в термодинамике. Сегодня на уроке мы с вами вспомним, что такое количество теплоты и как его можно рассчитать в различных ситуациях. Познакомимся с формулой для расчета работы газа. Решим несколько задач. Как обычно, для урока вам понадобится наша тетрадь в клетку, письменные принадлежности и микрокалькулятор. Для начала давайте повторим необходимый нам материал. Количество вещества равно отношению массы вещества m малое к его малярной массе m большое. Как вы помните, количество вещества или количество молей обозначается строчной греческой буквой νu. Число молекул n большое можно определить, умножив количество вещества на число Авогадро. Число Авогадро обозначается буквой n с индексом А и показывает, какое количество структурных элементов содержится в одном моле. Значение абсолютной температуры T заглавная, которая измеряется в кельвинах и используется в физике, связано со значением температуры по привычной нам шкале Цельсия, которая обозначается T малое, следующим соотношением. Итак, числовое значение по абсолютной шкале будет на 273 больше, чем по шкале Цельсия. Однако, ввиду того, что Кельвин равен градусу Цельсия, изменение температуры по обеим шкалам будет одинаково. Макроскопические параметры газа, а это, как вы помните, давление, объем и абсолютная температура, связывает между собой уравнение состояния идеального газа, по-другому известное как уравнение Менделеева-Клапейрона. Это уравнение можно переписать немножко в другом виде, расписав количество вещества через отношение массы и малярной массы. Давайте повторим, какие виды изменения внутренней энергии мы знаем. Кроме работы, мы с вами на прошлом уроке говорили о теплопередаче. Теплопередачей называют передачу тепла от одного тела к другому без совершения механической работы или без превращения тепловой энергии в иные виды энергии. Различают следующие виды теплопередачи. Теплопроводность – это передача тепла от горячего тела к холодному при их соприкосновении, либо от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела вследствие хаотического движения частиц. Это хаотическое движение частиц по-другому называется тепловым движением. Следующий вид теплопередачи – это конвекция. Конвекция – это передача тепла путем взаимного перемещения теплых и холодных слоев жидкости и газа. И, наконец, третий способ теплопередачи – это излучение. Передача тепла с помощью электромагнитных волн. Количество теплоты – это энергия, которую получает или теряет тело при теплопередаче. С этим термином вы уже знакомы из курса физики 8 класса. Количество теплоты является скалярной физической величиной, обозначается заглавной латинской буквой Q. Единица измерения является джоуль, точно так же, как и единица измерения любой энергии. Давайте вспомним формулы, по которой мы можем найти количество теплоты для различных процессов. Зная удельную теплоемкость или просто теплоемкость тела, можно определить количество теплоты, которая поглотится при нагревании или выделится при охлаждении данной массы тела на известную разность температур по следующим формулам. Итак, количество теплоты равно произведению удельной теплоемкости на массу тела и на разность температур. Разность температуры обозначается ΔT, либо же ее можно расписать как разность между конечной и начальной температурой. Эту же формулу можно переписать, используя значение абсолютной температуры.
Как видите, они эквивалентны и полностью одинаковые. Как я вам говорил, изменение температуры по обеим шкалам будет одинаково. Кроме удельной теплоемкости, часто используют также величину, которая называется просто теплоемкостью, но уже не вещества, а тела. Эта величина равна произведению массы тела на удельную теплоемкость вещества, из которого оно изготовлено. Таким образом, заменяя в предыдущих формулах произведение удельной теплоемкости на массу, на просто теплоемкость, мы получаем следующие формулы. Здесь использована температура по шкале Цельсия, а здесь мы используем температуру по абсолютной шкале. Как вы видите, опять-таки эти формулы эквивалентны. Вспомним формулу количества теплоты при плавлении или кристаллизации. Q равно лямбда m. Однако здесь мы поставили знаки плюс или минус. Как вы помните, лямбда – это удельная теплота плавления вещества. Плавление, кристаллизация вещества происходят при строго определенной температуре, поэтому формула не содержит температуру. Как вы видите, здесь использованы два знака. По принятому соглашению, если тело получает тепло, то это тепло считается положительным. То есть знак плюс соответствует процессу плавления. Если же тело отдает тепло, то мы количество теплоты берем со знаком минус. В данном случае этот знак будет соответствовать процессу отвердевания или кристаллизации. Следующая формула позволяет найти количество теплоты при парообразовании или конденсации. Также Q равно плюс-минус Lm, где L – это удельная теплота парообразования. Аналогично знак плюс соответствует случаю, когда телу передается тепло, то есть при парообразовании, а знак минус, когда сам пар отдает тепло, то есть при конденсации. Точно так же мы можем найти количество теплоты, которое выделяется при сгорании топлива. Но в данном случае эта энергия может только выделяться. Q большое равно m Q малое, где m это масса топлива, а Q малое это удельная теплота сгорания топлива. Я надеюсь, вы хорошо помните эти формулы. Давайте посмотрим видео, посвященное работе газа. Рассмотрим простейший тепловой двигатель. Нальем в пробирку воды, закроем ее пробкой и укрепим в штативе. Будем нагревать пробирку с водой. Когда вода закипит, образовавшийся над ней пар вытолкнет пробку из пробирки. Пар при этом совершит работу по перемещению пробки за счет своей внутренней энергии. Мы получили простейший тепловой двигатель. Однако этот двигатель может совершить лишь однократную работу. Чтобы он опять совершил работу, его нужно вернуть в первоначальное состояние. Давайте вспомним материал первой четверти. Итак, работой постоянной силы мы называли скалярную физическую величину, равную произведению модулей силы и перемещения на косинус угла между ними. В этой формуле F – это сила, измеряющаяся в ньютонах, S – перемещение, измеряющееся в метрах, и А – это работа. Как и энергия и количество теплоты, работа измеряется в джоулях. Пусть в горизонтально расположенном цилиндре под поршнем, который может перемещаться без трения, находится сжатый газ. В этом состоянии газ занимает объем V1 и давление P. Если предоставить поршню свободу, то газ расширится и передвинет поршень. Предположим, что поршень совершит такое маленькое перемещение, при котором изменением давления можно пренебречь. Тогда объем станет равным V2, а давление останется прежним. При расширении газа поршень перемещается на расстояние δL,
под действием силы F. Работа, которую совершает газ, равна произведению модуля вектора силы и модуля вектора перемещения. При этом считаем, что сила постоянна. Сила давления равна произведению давления на площадь поршня. Тогда работа равна произведению давления площади поршня и модуля вектора перемещения. Произведение площади поршня и модуля вектора перемещения есть изменение объема газа. Таким образом, работа при изменении объема газа при неизменном давлении равна произведению его давления и изменения объема. Работу газа для случая постоянного давления можно представить графически. Построим график зависимости давления газа от его объема. Поскольку давление газа не меняется, то графиком будет прямая, параллельная оси абсцисс. Работа газа равна произведению давления газа и изменения его объема. На графике этому произведению численно равна площадь прямоугольника, ограниченного графиком постоянного давления, осью абсцисс и перпендикулярами, восстановленными к оси абсцисс в точках V1 и V2. Если давление газа не остается постоянным, то для вычисления работы необходимо разбить процесс изменения состояния газа на элементарные процессы, происходящие при постоянном давлении, и вычислить значения элементарной работы, которые численно равны площадям прямоугольников, а затем все их сложить. Итак, подведем итоги того, что вы увидели на предыдущем видео. Работа газа при изобарном процессе определяется по следующей формуле. А равно P дельта V. То есть она равна произведению давления газа на изменение его объема. Точно так же мы можем расписать изменение объема в явном виде, то есть отнять V2 и V1. Следует заметить, что, используя уравнение Менделеева-Клайперона, мы можем переписать данное уравнение в другом виде. Этот вид вы видите на экране в голубой рамочке. Напомню вам, что когда мы находили работу силы, она была равна площади под графиком, выражающим зависимость силы от перемещения. В данном же случае мы можем найти работу как площадь под графиком, выражающим зависимость давления от объема. Как уже было сказано на видео, бывают и более сложные случаи. В любом случае работа будет равна площади под графиком, только усложняются способы нахождения этой площади. Следует отметить, что при изохорном процессе, когда у нас объем постоянен, изменение объема равно нулю, и значит работа также равна нулю. Это очевидно, потому что перемещение поршня в данном случае не наблюдается, а при отсутствии перемещения работа не совершается. Давайте теперь приступим к решению задачи. Начальная масса воздуха в цилиндре отбойного молотка равна 0,1 грамма. Масса оставшегося в цилиндре воздуха после одного хода поршня равна полграмма. Температура воздуха 27 градусов Цельсия. Необходимо определить работу изобарного расширения воздуха за один ход поршня в цилиндре. Атмосферное давление равно 10 в пятой степени паскаль, то есть равно нормальному атмосферному давлению. Итак, приступим к решению задачи. М1 равно 0,1 грамма. Переводим в международную систему единиц, то есть записываем значение в килограммах. М2 0,5 грамма, аналогично переводим в килограммы. Температура 27 градусов Цельсия. Ей соответствует значение абсолютной температуры 300 Кельвин. Давайте сохраним только значение абсолютной температуры.
Давление 10 в пятой степени паскаль. Малярная масса воздуха 29 тысячных килограмм на моль. Как вы помните, в физике малярная масса измеряется именно в килограммах на моль. Воздух является смесью газов. Больше всего в воздухе содержится азота. Вторым по количеству является кислород. Поэтому в среднем малярная масса воздуха равна 29 тысячным килограмма на моль. Нам необходимо найти работу. Приступим к решению. Запишем формулу для работы идеального газа при изобарном процессе. Из уравнения Менделеева-Клапейрона в данном случае мы находим, что произведение давления на изменение объема равно вот этому вот выражению, но в данном случае изменяющейся величиной будет не температура, а масса газа. Поэтому здесь мы используем дельта М, которое равно М2 минус М1. Таким образом, подставляя это выражение в первую формулу, мы получаем формулу для вычисления работы. Нам осталось произвести вычисление. Итак, в формулу для работы подставляем числовые данные. И вы можете быстренько на микрокалькуляторе подсчитать, чему же равна работа в данном случае. Ну, а я покажу ответ. Работа примерно равна 34,4 джоуля. Записываем ответ. Работа равна 34,4 джоуля. И еще одна задача. С какой скоростью V должна вылететь из ружья свинцовая дробинка при выстреле, сделанном вертикально вниз с высоты 50 метров, чтобы при ударе о камень она полностью расплавилась? Начальная температура дробинки 400 Кельвин. Температура плавления свинца 600 Кельвин. Удельная теплоемкость свинца 0,13 килоджоуль на килограмм Кельвин. Удельная теплота плавления свинца 25 килоджоулей на килограмм. Приступим к решению. Запишем дано. Так, высота 50 метров. Ускорение свободного падения примем за 10 метров на секунду в квадрате. Температуру начальную и температуру плавления свинца, удельную теплоемкость свинца и удельную теплоту плавления свинца. Эти величины мы переводим в международную систему единиц. То есть для удельной теплоемкости получилось 130 джоуль на килограмм Кельвин, а для удельной теплоты плавления 2,5 на 10 в четвертой степени джоуль на Кельвин. Необходимо найти скорость пули. Приступим к решению задачи. Используем закон сохранения энергии. В данном случае полная механическая энергия не сохраняется, она переходит в тепло. Итак, распишем все эти выражения. Как вы помните, формула кинетической энергии – это произведение массы на квадрат скорости, деленное на 2. Потенциальная энергия в поле силы тяжести mgh. В результате эта механическая энергия превращается в тепло и идет на нагревание поля до температуры плавления CmT2-T1 и на плавление этой пули лямбда m. У нас в условии нет массы пули, но она содержится в каждом из слагаемых. Разделив на эту массу, то есть сократив на нее, мы можем после преобразований вывести формулу для скорости пули. Ее вы видите на экране. Давайте перепишем эту формулу и подставим числовые значения. Так, используем наши данные и производим расчет. Результат примерно 317 метров в секунду. Давайте запишем ответ. 317 метров в секунду.
Что же нам нужно знать после сегодняшнего урока? Что такое количество теплоты? По каким формулам можно рассчитать количество теплоты? Как можно рассчитать работу газа? Сегодня на уроке мы с вами вспомнили, что такое количество теплоты и как его можно рассчитать, познакомились с формулой для расчета работы газа и решили несколько задач. Подумайте, пожалуйста, как для вас прошел этот урок. Если все было хорошо, то вам соответствует большой улыбающийся смайлик. Если были некоторые затруднения, то задумавшийся смайлик поменьше. И если вы встретились со значительными трудностями, то вот такой вот маленький, глубоко задумавшийся смайлик. Пожалуйста, займитесь изучением этой темы с учетом того, какой смайлик вы выбрали. Ну а наш урок подходит к концу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.